Положение 1. Позитивная психология. Наука, которая делает людей счастливее. Что такое позитивная психология? До конца XIX века психологические исследования почти полностью были сосредоточены на негативных сторонах жизни людей. Основное внимание уделялось лечению психических заболеваний и работе с такими явлениями, как страх, стресс и депрессия. Одной из основных причин этого было то, что психология как отрасль научных исследований всегда сильно зависела от государственного финансирования. После Второй мировой войны деньги, выделявшиеся государством на финансирование лечения психических заболеваний, распространившихся в военное время, хлынули потоком. В 1950-е годы и в последующие десятилетия интересы психологов оставались примерно теми же. Таким образом, люди, которые не страдали от психических заболеваний, люди, которые в целом были относительно довольны своей жизнью и даже ощущали себя в какой-то степени счастливыми, иными словами, нормальные люди, оказались забыты. Многие скептики прочитают эти слова и подумают, что нормальные люди все-таки бывают несчастны, но это вовсе не так. Обратимся к цифрам. Комбинированные результаты 146 отдельных исследований, во время которых были опрошены 188 тысяч взрослых, из них 18 тысяч студентов, из 16 стран, показали, что большая часть опрошенных назвала себя довольно счастливыми. Конечно, в данном случае, как и всегда, исключение только подтверждает правило. В условиях войны, политической диктатуры или, например, апартеида в Южной Африке или геноцида в Камбодже, перед нами возникнет совсем другая картина. Но сегодня, выйдя на улицу, вы можете смело предположить, что большая часть встреченных вами людей скорее счастлива, чем несчастна. К тому же ученые установили, что счастье распределяется между различными странами, культурами, полами и возрастными группами примерно одинаково. Что делает людей счастливее? Что делает жизнь всех этих нормальных людей достойной и даже более чем достойной? Как помочь им стать счастливее, а не только пытаться компенсировать их травмы и потери? Если оценивать человеческое благополучие по шкале от минус 10 совершенно несчастен до плюс 10 супер счастлив, то тогда главную задачу позитивной психологии можно будет сформулировать самым банальным образом. Как увеличить благополучие человека от 1 до 4 или от 5 до 8, вместо того, чтобы улучшать его жизнь от минус 8 до минус 3 или от минус 2 до 0? Как помочь пышно цвести свежим бутоном, вместо того, чтобы пытаться сделать это с увядающими цветами? Хорошая жизнь тоже нуждается в изучении. Раньше ученые полагали, что достаточно улучшить состояние человека от минус 5 до 0, и он сразу обретет счастье и начнет радоваться жизни. Однако разнообразные исследования показали, что такой вывод ложен. Мы интуитивно понимаем, одно дело, когда человек больше не страдает от депрессии, и совсем другое, когда он вскакивает каждое утро с кровати, полный радостного ожидания событий наступающего дня. Счастливая жизнь не начинается автоматически после излечения от болезни. Иными словами, 0 на нашей шкале – это нечто, принципиально отличающееся от всего, что находится выше этой отметки. Таким образом, необходимо исследовать и разъяснять само понятие хорошей жизни. Простое применение теоретических положений традиционной негативной психологии в данном случае не работает. По этой причине позитивная психология не занимается исследованиями болезней и расстройств. Она концентрируется на благополучии людей и изучает возможности его устойчивого увеличения. Счастье – это роскошь, доступная каждому. Позитивная психология теснейшим образом связана с научными открытиями, на которых она базируется.
точность полученных ею выводов до сих пор производит сильное впечатление. Обычно любой теории можно противопоставить контртеорию. А вот научно обоснованных возражений против основных положений позитивной психологии пока что не найдено. Вкратце, на сегодняшний день они следующие. Благодарность принципиально важна для личного благополучия. Такие материальные факторы, как хорошее имущественное положение или социальный статус, в долгосрочной перспективе не оказывают решающего воздействия на личное счастье человека. Отношения с другими людьми имеют фундаментальное значение для личного благополучия. Счастью можно научиться, свое счастье можно создать, и судьба здесь совершенно ни при чем. Ежедневник не предлагает вам надеть розовые очки. Ежедневник 6 минут призван помочь вам выработать привычку сосредотачиваться на вещах, которые делают вас счастливым. В то же время он помогает разобраться, что это за вещи. При этом цель ежедневника вовсе не в том, чтобы вы шли по жизни в розовых очках, отрицая или вытесняя любые негативные чувства. Вот почему, например, вам предлагается каждый вечер задавать себе вопрос о том, что вы могли сегодня сделать лучше. Наш девиз – сосредоточьтесь на возможностях, а не на препятствиях. Добрая порция оптимизма даст вам надежду, щепотка пессимизма не позволит разрастись самодовольству. А достаточная доза реализма нужна, чтобы отличать вещи, на которые мы можем повлиять, от тех, которые мы не контролируем. Невозможно избежать тех или иных ситуаций в своей жизни, но можно избавиться от представлений, которые создают подобные ситуации. Зиг Зиглар. Без печали нет счастья. Знаете ли вы кого-либо, кто всегда выглядит мега счастливым, независимо от ситуаций или обстоятельств? Велика вероятность, что внутренняя жизнь такого человека далеко не так радужна. Отрицание негативных эмоций с течением времени приводит лишь к их усилению и закреплению. На современное общество сильно влияют социальные сети с их главными темами. «О, я так счастлива, так влюблена, так сексуальна!» Или «Эй, посмотри-ка, моя жизнь покруче твоей будет». Целое поколение выросло в убеждении, что любые негативные переживания, страх, тревога, скорбь, вина и так далее абсолютно вредны. Поэтому все неприятные чувства вытесняются и игнорируются, а значит, мы лишаемся возможности осмыслить подобные ощущения и использовать их для дальнейшего развития. В конце концов, если бы не было дурных эмоций, то не было бы и позитивных. Без инь нет ян, без страха нет отваги, без тьмы нет света, без смерти нет жизни, без напряжения нет расслабления, без грусти нет счастья. Для достижения счастливой жизни определенная толика негативных эмоций просто необходима, и это совершенно здоровое явление. Даже счастливая жизнь не обходится без темных моментов, и слово «счастье» потеряло бы смысл, если бы не уравновешивалось печалью. Карл Густав Юнг. Чем скорее вы поймете, что невозможно постоянно избегать негативных эмоций, тем скорее научитесь не избегать своего личного счастья. Добиться совершенного счастья невозможно, но его можно усилить. Используя мой ежедневник, вы не начнете ощущать чистейшее счастье каждую секунду своей жизни, но при правильном применении в долгосрочной перспективе он, безусловно, поможет вам стать намного счастливее, чем раньше. Вы начнете лучше себя понимать и сильнее любить, а заодно приблизитесь к своим жизненным целям. Тот, кто хочет увидеть утреннюю зарю, должен пройти через ночь. Халиль Джибран. Положение 2. Привычки. Верный путь к лучшему «я». Человек – это животное, имеющее привычки. 95% ежедневных решений мы принимаем без участия сознания. За них отвечает наше бессознательное, запрограммированное на выполнение ритуалов. Наши сегодняшние мысли примерно на 70% совпадают с мыслями вчерашнего дня, и 40% наших действий повторяются ежедневно. Иными словами, животное с его привычками трудно сбить с проторенного пути.
Представьте себе следующую ситуацию. На радио идет конкурс, в котором можно выиграть 50 тысяч рублей. В течение недели ведущая Луиза позвонит на случайный номер в вашем городе. Если ответить на звонок, назвав не свое имя, а имя ведущей, 50 тысяч ваши. У вас на сегодняшний день 45 тысяч рублей долга, и, получив приз, вы могли бы расплатиться. Весь город мечтает о выигрыше, и все только об этом и говорят. Вы на этой неделе не работали, и, начиная с понедельника, отвечали на каждый звонок словами «Луиза слушает». Сейчас суббота, 20:13. В 20:15 по телевизору начнется ваш любимый фильм. Вы торопливо сооружаете вкусный бутерброд, чтобы съесть его, сидя перед экраном. И именно в этот момент звонит телефон. У вас в голове только одна мысль – не пропустить начало фильма из-за звонка. Вы подбегаете к телефону, снимаете трубку и представляете своим собственным именем. Ну, конечно же, это звонила Луиза, и вы проиграли. Как такое могло произойти? Ответ очень прост. Животное со своими привычками показало вам, кто здесь главный. Как бы сильно вам ни были нужны эти 50 тысяч рублей, сильное желание и сильная привычка далеко не одно и то же. Люди по природе сходны, а по привычкам различны. Конфуций. Сначала мы создаем свои привычки, а потом наши привычки создают нас. Джон Драйден. Нескольких дней оказалось недостаточно, чтобы изменить привычку и заставить внутреннее животное покинуть рутинную колею. Для того, чтобы это произошло, нужно около 66 дней, и механизм процесса пока что не вполне ясен. Это же касается и других особенностей поведения, которые вы хотели бы изменить. Вам не удастся перенацелить свои жизненные установки в позитивном направлении всего за пару дней. И ежедневник 6 минут не начнет влиять на вашу жизнь уже послезавтра. Изменения будут происходить маленькими шажочками. Так начнут складываться новые привычки. Сила воли – ограниченный ресурс. Бывали ли у вас дни, когда вам приходилось принимать множество решений? Так что домой вечером вы возвращались в полном изнеможении. И наверняка именно в такие дни вам с трудом удавалось сдерживать спонтанные импульсы. Вы нарушали диету, без конца откладывали или просто затягивали выполнение важной работы. Почему подобный феномен так часто можно наблюдать в конце дня? Редиска Роя Баумайстера. Эксперимент, проведенный известным социальным психологом доктором Роем Баумайстером, может пролить свет на эту проблему. Участников эксперимента просили перед его началом поголодать, а затем оставляли на некоторое время в комнате, где на столе лежали конфеты, шоколадное печенье и редиска. Первая группа участников могла утолить голод любыми продуктами, а вторая только редиской. После этого обеим группам предлагали попытаться разрешить неразрешимую геометрическую головоломку. Первая группа сдавалась через 20 минут, а вторая признавала себя побежденной в среднем через 8 минут. Огромная разница. Противостояние соблазну полакомиться сладостями и шоколадным печеньем требовало таких волевых усилий, что на разрешение головоломки оставалось меньше энергии. И дело вовсе не в том, что одни участники были более голодными, чем другие. В ходе других исследований было установлено, что ежедневный запас силы воли в нашем организме ограничен, и он расходуется не только на сопротивление соблазнам, но и на принятие решений. Именно поэтому Стив Джобс каждый день надевал одинаковые водолазки. Барак Обама – одинаковые костюмы, Марк Цукерберг – одинаковые футболки, и даже Карл Лагерфельд предпочитал носить одинаковые наряды. Даже выбор одежды или борьба с будильником по утрам могут потребовать от вас огромных волевых затрат. И если так будет продолжаться весь день, к вечеру ваша сила воли может оказаться исчерпанной. Предотвратить такую ситуацию помогут хорошие привычки. Ценность хороших привычек. Они помогают нам сберечь силу воли. Попробуйте 1000 раз сделать упражнение на бицепс. Потом вы едва сможете пошевелить рукой. Так и ваша сила воли.
после принятия многочисленных решений и борьбы с искушениями больше не способна обеспечивать никаких крупных достижений. Вот почему в конце тяжелого рабочего дня мы зачастую ощущаем потребность съесть коробку конфет или выпить второй бокал вина. По той же причине чересчур усердная подготовка к экзамену приводит к излишнему расслаблению вечером после экзамена. Но подумайте, с какой стати вы должны целый день мучиться, делая разумный выбор? Зачем взвешивать каждое маленькое решение по отдельности? Выпить стакан воды или стакан колы, пойти на тренировку или посмотреть сериал, съесть салат или чизбургер. Не проще ли раз и навсегда выработать у себя привычку к здоровому питанию и таким образом раз и навсегда освободиться от внутренней борьбы? И это же касается любой другой сферы жизни. Мотивация – это то, что помогает начать. Привычка – то, что помогает продолжать. Джим Рон. Конечно, сначала для выработки новой привычки требуется большая сила воли. Но как только привычка по-настоящему укоренится, можно будет убрать руки от руля решений и снять ноги с педалей воли. Привычки позволят вам действовать на автопилоте. Те прекрасные вещи, которые еще совсем недавно требовали от вас массы усилий, вы начнете делать без особого напряжения. В результате регулярного использования ежедневника 6 минут ваша первоначальная оптимистичная установка превратится в привычку. Тогда вам не придется каждый раз тратить драгоценную силу воли для того, чтобы рассматривать существующие в вашей жизни проблемы как скрытые возможности. Вы будете делать это бессознательно. Устоявшиеся ритуалы и закрепленные автоматизмы облегчают жизнь, так как не утомляют без нужды ваш мыслительный аппарат. Чем меньше мелких решений вам приходится принимать, тем эффективнее вы сможете решать сложные задачи. У вас останется достаточно времени и способности к интеллектуальной деятельности, чтобы справиться с важными делами в течение всего дня. Наука гласит, для привычки нужно 66 дней. Чтобы выяснить, сколько времени нужно для закрепления новых привычек, доктор Филиппа Лалли провела психологический эксперимент. В исследовании приняли участие около 100 человек средним возрастом 27 лет, которым предлагалось придерживаться правил здорового образа жизни в течение 84 дней без перерыва. Участники эксперимента должны были на выбор ежедневно выходить гулять по 15 минут, съедать на обед фрукт или же каждое утро делать 50 приседаний. При подведении итогов выяснилось, что для перехода от сознательного совершения какого-либо действия к автоматической привычке, когда действие совершается без его осмысления, требуется в среднем 66 дней. В случае со сложными привычками этот процесс занимает больше времени, чем с простыми. Простой привычкой в эксперименте доктора Лалли была необходимость всегда съедать фрукт на обед. Приседать каждое утро 50 раз – это сложная привычка. Однако даже те, кто пропускал 1 или 2 дня, в конце концов добивались поставленной цели. Ежедневник 6 минут поможет вам построить дом своего счастья, даже если 1 или 2 дня вы не будете укладывать новые кирпичики. В 2 словах, в среднем через 66 дней привычка становится частью вашей жизни. Единичные пропуски можно себе простить. Следи за своими мыслями, потому что они станут словами. Следи за своими словами, потому что они станут делами. Следи за своими делами, потому что они станут привычками. Следи за своими привычками, потому что они станут характером. Талмуд. В чем секрет ежедневника 6 минут? В том, что каждый раз, выполняя утренние или вечерние ритуалы, вы автоматически становитесь на шаг ближе к укоренению новой полезной привычки. Поскольку ежедневник будет с вами в течение полугода, вы сами сможете в этом убедиться. Каждое утро и каждый вечер вы будете прясть новые нити, которые в конце концов оплетут вашу жизнь паутиной полезных привычек. Силу воли можно накачать так же, как и бицепсы. Что происходит в течение этих 66 дней? В человеческом мозге за самоконтроль отвечает префронтальная кора. Это место, где живет ваша сила воли.
Ее можно определенным образом накачать, совсем как мускулы. Когда вы усиленно задействуете какую-либо зону мозга, это приводит к росту и реструктуризации нейронных связей. Фактически эта зона мозга физически увеличивается, процесс можно сравнить с наращиванием мышц при тренировках с гантелями. Так проявляется нейропластичность центральной нервной системы, головного и спинного мозга. Собираетесь ли вы каждое утро съедать по 2 фрукта или медитировать, в любом случае ваши нейронные соединения перепрограммируются примерно через 66 дней. После этого установка программы в вашем мозге завершится. И вернуться назад теперь будет не так-то просто. То же самое касается и базовых позитивных установок. Вы можете перенастроить свой мозг так, чтобы принять их.